Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод, и с вами я, Юрий Гемельфар. Когда мы говорим о проблемах Ингушетии, я в последнее время убедился, что далеко не все мои зрители, они понимают, как говорится, откуда корни проблем. И вот я связался с одним человеком, его зовут Магомед, он не может показать свое лицо, он не может назвать свою фамилию не потому, что он боится, а потому что он опасается за безопасность своих родных и близких. Поэтому давайте мы будем уважать его инкогнито и зададим ему вопросы. Здравствуйте, Магомед. Добрый день, Юра, добрый день. Спасибо вам, что вы освещаете наши проблемы в Ингушетии. Добрый день, зрители. Магомед, скажите, пожалуйста, а откуда вообще пошла эта проблема территорий? Откуда, как говорится, корни этой проблемы? Я имею в виду пригородный район, вот эти 34 тысячи гектаров, переданных Чечне, откуда корни проблемы? Чтобы понять корень проблем, все-таки нужно понять начало, исконно, откуда все это идет начало. Давайте я вкратце постараюсь, недолго затягиваю историю. 1784 год, когда Россия пришла на Кавказ. Ингушетия, современная территория Ингушетия, город Магаз, вот эта вся территория, ну, в общем, Ингушетия, она была в черте города Владикавказ. Вот, город Владикавказ. Вот на этом месте было ингушское село Заур. Заур-Коу. Ко это двор. Заур это фамилия Зауровы. Вот когда Россия пришла, она вот в этом месте построила крепость Владикавказская называется. Эта территория очень удобная, выход на Закавказье, Грузия, Армения, Азербайджан. Это очень удобное место. Поэтому Владикавказ был построен на именно ингушском месте Зауровы, фамилия Зауровы. И вот в дальнейшем вот эта территория превратилась в Владикавказская крепость. Дальше 17-й год. Давайте вот как бы все это уйдем уже дальше в 17-й год. До 17-го года, за лет 50 до этого, как раз вот эти годы, Россия стала создавать казачьи округи. Их очень много, не буду вдаваться в подробности. Вот этот Сужский округ между Ингушетией и чеченцами, вот этот округ Сужский был создан. И дальше на ингушской территории, вот откуда слово появилось ингуш, есть такое село Ангушт. От слова Ангушт. Есть в пригородном районе есть такое село. И когда Россия пришла, они взяли за основу вот это село Ангушт, Ингуш, и это слово появилось буквально с приходом России, ингуши. Вот это село сегодня находится в пригородном районе. Дальше, как произошло? В 17-й год, когда ингуши были также притеснены, как и сегодня, эта история повторяется ровно 100 лет назад было то, что сейчас происходит. Ингушетия была притеснена и с той стороны, и с этой, с Владикавказа. Вот эти села, которые я сейчас называю, Ангушт, ингушское, исконно ингушское село, в этом селе жили казаки. Лет 50 они там жили. До этого это было, я повторяю, ингушское село. Далее, вот эта спорная с Чечней территория, в этом районе жили Орстхой, называете, Орстхой. Орст, что такое? Это крик. Если что-то происходит, какая-то самая провокация, там идет враг наступает, они поднимают шум, и они как бы воины, они были люди достаточно воинственные. Их назвали Орстхой. Есть у каждой фамилии Хой заканчивается, допустим, такой-то Хой, это как бы окончание слова, это фамильная, тейпная фамилия, Орстхой. Но это не народ отдельно, это как бы фамильная этнос отдельная. И вот этот народ Орстхой, он
этот народ как бы разделился, часть ушли на чеченский язык, а часть остались ингушами. Вот как бы вот этот Уанской разделились на две части. И вот в 17 году, когда вот это место ингушам, лично Киров Орджоникидзе сказал: если вы поддержите, мы вам вернем ваши села, ваши территории. Не дадим вам что-то, а вернем, как сегодня говорят там историки, хотят все это преподнести, как будто ингушам там дали. Ингушам ничего не дали. Ингуши через 50 лет вернули свои исконные земли, которые Киров Орджоникидзе сказал: если вы поддержите советскую власть, первое условие было: мы вам вернем ваши села. Ингуши были притеснены, они жили практически, большая часть жили в горах. Нижняя часть полностью, практически большая часть была уже оккупирована. И вот когда ингуши вступили за советскую власть, была такая даже телеграмма. Серго Орджоникидзе писал Ленину: я помню момент перед концом 4-го съезда, когда мы висели на волоске. Это был момент неуверенности, когда за нами не шли, а на нас робко оглядывались. И в этот момент одиночестве советской власти маленький ингушский народ весь стал на защиту советской власти. Не зная дальнейших наших судеб, только ингушский народ пошел за нами, не оглядываясь. Вот такую оценку дал Серго Орджоникидзе ингушскому народу. И там дальше идет, я точно не помню, это я точно помню телеграмму, я ее помню уже лет 30 назад я ее прочитал. Она есть в интернете, ее можно поднять. За ними пошли все остальные горские народы. После 17 года ингушей называли Красная Ингушетия. Ингуши как один поддержали советскую власть. Очень много, третью часть мужского населения и женщин полегло в этих боях. Сопротивление Деникину, движение Деникина против Деникина. И очень много людей погибло. И на этой территории сегодня, которая сейчас спорят, там тоже очень много воевали, Уанской его тоже они поддержали и эту территорию вернули. Но они не воевали с теми местными жителями, которые в этих селах жили. Они воевали непосредственно с Деникиным. И когда Деникин, потом уже силы подошли, Деникин был отбит, потом уже вот эти села, им просто сказали: вы же сюда заехали, вы знаете, как вы заезжали. Они очень жестоко все это захватывали, убивали, прямо резали, убивали. Это очень много подтверждающих фактов есть. Им сказали: просто оставьте наши села, собирайте все, что у вас есть, и оставьте наши села и уходите. Они все поняли, они просто собрали все, что есть, все, что могли с собой захватить, все, что с собой взять. И они мирно, спокойно покинули вот эти села, вот эти казаки. Вот так вот ингуши вернули в 17 году свои села. Вот эти села, как раз вот сегодня вот этот идет спор. Пригородный район и вот этот между Чечней и Ингушетией. Далее, 24 год, 1924 год. В этом году создаются горские республики. Я не буду все называть горские республики. Есть чеченская, ингушская, осетинская, там, кабардинская, вот эти все национальности. Осетинская и ингушская были в одной столице, Владикавказ. Там течет река Терек, и по Тереку левый берег был осетинский, правый берег Владикавказский был ингушский. Столица Ингушетии в 24 году была Ингушетия, столица была Владикавказ. Это 24 год. Тогда был Зязиков, Идрис Зязиков. Потом проходит вот эти 24-е, там где-то до 34 года. Я не помню именно в каком году. Ближе к 34 году Сталин вызывает к себе Зязикова Идриса, который был непосредственно руководитель, очень порядочно, очень отстаивал интересы ингушского народа. Он сказал: вы подпишите, как бы задает вопрос, вы подпишите документ, чтобы Владикавказ отдать Осетии. Идрис сказал, Зязиков Идрис: мне это народ не простит, я это
не могу сделать, ни при каких условиях. И он отказался, он ушел оттуда, не подписал этот документ. Через какое-то время его арестовывают, мы знаем, как это все делалось, увозят, в Грозно его увезли, и буквально решается на днях, буквально несколько дней, и его расстреляли, его убивают. Владикавказ в 1934 году передают Северной Осетии. С 1934 года и до 1944 года Владикавказ заявляется столицей Северной Осетии. Ингуши и чеченцы, как бы братские народы, их объединяет в одно целое Чечено-Ингушетия. Грозно делает столицей чеченцев, ингушей, пригород, естественно, остается за ингушами. Владикавказ это как бы город Владикавказ, но пригородный район, он остается за ингушами. И вот Чечено-Ингушетия, она существует с 1934 года. Город Грозный, Чечено-Ингушетия. Владикавказ у нас забрали, мы существуем как ингуши, какая-то часть. Фактически в Ингушетию не вкладывается абсолютно никаких средств, там один завод всего стоял, несколько зданий, практически в Ингушетию ничего не вкладывается. Вкладывается в Грозный, все средства, все деньги уходят в Грозный. Ингушетия как бы придаток существует вот эти все годы. Дальше, 44 год, выселение, вы знаете вот этот период. Ингуши, чеченцы, 44 до 53-го. И вот это выселение 13 лет. Ингуши возвращаются на свою территорию. Вагонами, когда люди начали возвращаться, даже были случаи, вот эти вагоны разворачивали местная власть Северной Осетии, они не могли поверить, как это. Этот народ, который сам пересказал, с земли поднял пыль, показал, вы видите вот этот пыль? Да, видим. Он кинул вот этот пыль распылилась по всей территории. Он сказал, вот так вот этот народ больше не вернется на эту землю. И вот они убеждены в том, что вот этот народ уже больше не вернется, они видят, что вагонами возвращаются люди назад, они стали эти вагоны разворачивать. Это вот когда после Сталина, когда нас реабилитировали. И вот мы начали, люди простые возвращаются домой, и каждый идет в свой дом. А тут что? Тут запрет. Человек не может через 13 лет вернуться в свой родной дом. Он идет в этот дом. А кто там живет? Там живут, в основном там живут с Южной Осетии, которые жили осетины в Южной Осетии. Они оттуда их перевезли сюда и заселили в эти дома. Как они говорят, нас насильно привезли. Мне было такое насильное переселение, хотя в чужой дом никакая сила меня не заставит заселиться в чужой дом, в чужой огород, в чужой двор заходить. Вот так вот, как они говорят, насильно заселили. Но это не народ, это политика такая была, стравливание вот этих народов. Я не обвиняю ни осетинский народ, ни какой-либо народ, ни русский. Для меня человек порядочный, он есть порядочный. И народ нельзя ни в чем обвинять или обвинить его. Если кто обвиняет народ, для меня это просто не человек. Поэтому это была политика, государственное стравливание вот этих народов. И вот так получилось, когда мы начали возвращаться в свои дома, нам закрыты все условия проживания в своих домах. Люди, возвращаясь домой, первые потоки людей делали землянки, в земле прямо землянки, сверху накрывали и жили вот в этих землянках. Вот так вот люди первые дни как бы выживали, можно сказать. И вот потом второй, третий потоки пошли, и люди потихоньку стали покупать свои же дома. Часть покупать, а часть не продавали дома. И те, кто могли выкупить свои дома, они заселяли свои же дома, покупая свои же дома. И вот такая вот политика была возвращения ингушей. Вот так вот нас в кавычках ждали с таким добром 13 лет после выселения, когда третья часть населения, минимум третья часть погибла в Казахстане, и мы вернулись, у нас такое приветствие было. И люди, ингуши, заселялись в пригородном районе. Это было вопреки правительству Северной Осетии и, естественно, не без помощи Кремля. И вот
определенного времени, и в пригородном районе стало ингушей большинство, так как осетины реально, понимая ситуацию, стали потихоньку продавать, уходить. Ингуши заезжать. Вот эта психология была сломлена. И ингушей там практически оказалось большой процент, больше 80% оказалось ингушей на этой территории. На пригородном районе, тот пригородный район, о котором я говорю, ингушский. Сегодня они пригородный район разделили на несколько районов, разбили их, что пригородный район сегодня не тот, о котором мы говорим. И вот никто вот эту ситуацию, она умалчивается, Юра. Вот эта ситуация есть. 81 год. 1981 год. В Осетии убили осетина, таксист. И вот я находился там, я видел своими глазами, когда пригородный район есть Эхки-юрт. Эхки — это вот исконная ингушская земля, которая даже вглубь наших сел заходит, она прямо вот врезается в ингушскую территорию, и там живут только одни осетины. И они ни одного ингуша в это село не впустили, по сегодняшний день не разрешают туда ингушам заезжать. Не покупать, ни землю, ничего не дают туда, чтобы заехали на эту территорию. И вот с этого села, в основном, с Октябрьского, пригородный район, идет толпа людей. И они идут мимо наших сел. Вот я своими глазами видел этих людей, они проходили мимо нас, но они так вот по дороге кинут, там камни кинут, там кому-то окно сломали, что-то еще. Но они в село к нам не заходили, они мимо нас прошли, по дороге, по трассе прямо, и они пошли прямо в город, Владикавказ, в обком. Тогда был руководитель Кабалоев, по-моему, Кабалоев. И они потребовали, лозунги были такие: нам ингуши не дают жить, нас ингуши убивают, надо их отсюда выслать, ингуши здесь не могут с нами совместно проживать. Был лозунг полностью с Осетии выслать ингушей. И вот такая вот ситуация, она накалялась несколько дней, буквально 1, 2, 3 дня. И вот эта ситуация, вот там где-то пишут в интернете, что между ингушами и осетинами были стычки. Не было никаких стычек, ни одного случая, чтобы ингуши с осетинами в этот момент между собой там были стычки. Не было этого. Был конфликт между руководством Осетии и вот этими людьми, которые живут в ингушских домах, осетинами. Они стали бутылки кидать, в общем, начали этот шум поднимать, выселять ингушей. Вот тогда уже то СССР руководство приняло решение навести порядок. Да, вот в этом мероприятии пострадали люди, я сожалею. Но как бы там ни было, вот эта ситуация была, не знаю, по оценкам, там есть много пострадавших, мало. Я жалею, сожалею, приношу соболезнования тем погибшим, потому что их тоже вели кто-то смутьяны, которых направили, они думали тоже на правильном пути, потому что массу можно всегда направить и где-то сорганизовать. Я сожалею, потому что народ тоже, тогда был конфликт, очень много пострадало людей. Все это затихло, все это, шум закрылся, буквально за 2-3 дня все это утихомирилось. Я сам учился в этом городе, я очень много знаю осетин, я очень много знаком с ними. Через месяц я там в городе был, учился, и абсолютно никто даже слова не поднимал насчет этой темы, потому что все было закрыто, все, вопрос закрыт. Это 81 год. Через 10 лет, 91-92 год, события, пригородный район. Я сам лично участник вот этого всего движения. Я сам видел, что там как происходило. Пригородный район в основном был то же самое, 90% проживали ингуши. Намного меньше было осетин, 80 я скажу точно, я не могу сейчас точно дать, но основная масса, большая масса проживала ингушей. Очень большая масса, количество в процентном отношении. И вот было принято решение, конфликт, там девочку задавили, потом там еще убили, там несколько, где-то 12-15 жертв убитых ингушей, очень жестокие были убийства. Все вызывали ингушей на эти конфликты. Ингуши воздерживались, старики удерживали. Но
В конечном итоге пошел конфликт. Да, в районе Чульмена граница, сегодняшняя граница, которая есть, Чульмен, это Базоркино, Ингушское село. Ингушское село это, как его называли? Мочко это генерал, российский генерал, который служил в российской армии. В честь именно вот этого генерала дяди названо вот это село. Основатель вот этого города Мочко-Юрт. Это российский генерала внук, то есть дед. Вот это село основано. Вот в этом селе начался конфликт, да. На провокацию толкнули, вот эта провокация пошла. Но теперь дальше посмотрите. Они говорят, что ингуши напали и пошел конфликт. Да, начало было в этом селе. Руководство Осетии пожертвовало своими же людьми, которые живут на границах, ради общей цели. А общая, конечно, цель была создать этот конфликт, начало, сделать вот эту стучку, а потом поднять шум, а люди уже были готовы, вооружение было готово, войска были готовы, все было к этому подготовлено, средства массовой информации было к этому подготовлено. Вы посмотрите, кто сидит в Москве, средства массовой информации. Осетин. Теперь вот этот конфликт пошел, и теперь они окружили каждое село и начали бомбить со всех артиллерий. Я сейчас, если даже перечислю, 18 сел. Полностью они стреляли по людям, с БТРов обстреливали. Я сам находился в селе и прямо видел, вот на моих глазах нас стреляют, и тебе нечем отбиваться. Ты просто стоишь и просто вот они пуляют сверху, снизу, БТРы, там какие-то ракеты сверху летят. Я даже не знаю названия какие. В общем, идет полностью обстрел. Люди полями уходили. Люди через леса уходили. И представьте, за 2 дня 17 сел, где проживает минимум по 5 тысяч, максимум по 12 тысяч, там поселок Корца было 12 тысяч населения в то время, до этого. И в общей сложности 70 тысяч населения за 2 с лишним дня на 3-й день, как будто ничего не было, все утихло. За 2 дня они выгнали всех этих мирных людей. Как можно было за 2 дня, если у ингушей были БТРы, вооружения, противотанковые пулеметы, как можно за 2 дня вот это все уничтожить? Партизанская война, она может длиться и сутками. Не было там ничего у ингушей, кроме истины, правды и желания жить на своей исконной земле. И сегодня все руководство Осетии, все знают, и Москва знает, что ингуши стали жертвами своего желания жить на своей родной земле. 70 с лишним тысяч населения выгнали, убили, уничтожили. В поселке Корца, я знаю, убивали женщины, дети мертвые вот в эти дни были убиты. Сверху ракета летит, разрывается в доме или во дворе и умирают дети. Больше 700 человек на сегодняшний день без вести пропавшие. Вы представляете, вот она, Российская Федерация. 20 километров территории, где у нас был конфликт, мы живем здесь, в Ингушетии, 20 километров внутри Северной Осетии, вот эти трупы захоронены, даже есть свидетели, которые могут показать, где это место находится, не дают вот этому вопросу, решению вот этого вопроса, чтобы вот эти места выискивали захоронение этих людей. Понимаете, какая ситуация? И в сегодняшний день более 700 человек без вести пропавшие. Сегодня мы, ингуши, находимся в вот таком положении. Далее, 92 год, высланы ингуши, территория, все, мы нас уже еще стеснили. Теперь идет ситуация Чечня, Ингушетия. Я заверяю, убеждаю и говорю, между ингушами, между чеченцами, между осетинами, между ингушами никаких национальных проблем нету. Есть проблемы, вопросы, которые специально Москва подогревает. Чеченцы, ингуши, братья, у нас один корень, у нас одни общие, дальнейшие корни, единые корни. Однозначно никогда ни один ингуш против чеченца ружье не поднимет, против чеченца и чеченец то же самое. Но есть программа, есть направление, и в этом направлении руководство ведет себя. И что Кадыров, и что Евкуров ведет себя абсолютно неправильно. В каком плане?
даже по войнавским, ингушским, чеченским адатам, они не имели права скрытно решать такие вопросы за народом. Чеченский народ сегодня, многие, кого я знаю, они говорят, что мы там имеем. Евкуров, Кадыров же сам сказал, моя территория, и кто на эту территорию зайдет, моя территория, он на себя показал. Вот так вот ответ. Мы там, говорит, абсолютно не имеем слова. И это чеченцы говорят. И сегодня они живут в заложниках. И все это прекрасно знают. Сегодня Евкуров, который говорит, я бы уничтожил больше 10-15 тысяч людей, его голос уже все слышали. Этот человек руководит Ингушетией. Его направили с Москвы. Да, кстати, я лично знаю, что несколько человек, которые не хотят они светиться, когда в 92 году были события, Евкуров был на стороне той стороны, которая бомбила ингушские села. Я знаю, что он даже в одно село заходил и там проверял, есть ли у ингушей вооружение, гранатометы, крупнокалиберные там всякие, которые по телевизору говорили, блеф, ничего там у ингушей не было, это было мирное население. И вот этот Евкуров туда зашел, он убедился, что в этом поселке ничего нету, кроме простого народа. И вот когда он оттуда вышел, через несколько часов начали БТРы в наглую вот это село обстреливать. Откуда это все пошло? Кто решил? Как это было решено? Пусть здравый человек подумает. Почему начали потом смело в это село заходить и БТРами обстреливать это село? А до этого они боялись в это село заходить. И вот сегодня конфликт. Юра, вот представьте, ваша территория. Вас никто не спрашивает и решает, сколько вы территории кому должны отдать. Вас же должны спросить. Вот произошло сегодня с ингушами. Не только народ. Даже в правительстве находятся депутаты. По голосованиям они даже не проходят вот это голосование, потому что депутаты были, большинство против. Евкуров сказал, мне плевать, то, что вы говорите, будет так, как я сказал. Может, я немного слова неправильно сказал. Будет так, как я сказал, будет только вот так. Он это прямо сказал депутатам. И сегодня есть там депутаты, которые в полном опале, они даже не могут туда, в правительство зайти. Они даже не могут, не только право голоса, их полностью вытеснили со всех этих решений. Они сейчас даже никакого участия в этом не принимают. Я сейчас не хочу фамилии называть, это очень много времени займет. Но сегодня эти депутаты, они практически даже не участвуют в дальнейшем том, что сейчас происходит в правительстве. Дальше, потом они начали продвигать закон о референдуме. Но представьте, закон в одном месте рассмотрелся, в другом, потом его продвигают в конечном голосовании. И оттуда ребята, которые, как говорят, оппозиция, но это не оппозиция, это народ, это представители народа. Оппозиция это как раз сидят в этом магасе. Вот эти люди, которые находятся, это вот, допустим, Барак Чумурзиев, грамотные, образованные люди, они проверили. Слушайте, так тут же референдум, тут же целый абзац убрали. Абзац, где говорится, что народ решает этот вопрос. Они целый абзац прямо взяли, убрали оттуда. И хотели продвинуть этот закон на референдум, на голосование. И вот тот самый шум пошел, и вот этот митинг, который был последний митинг, второй митинг, вот это был, чтобы вот это голосование, чтобы не было, те оставшиеся депутаты, чтобы им дать понять, за этот референдум, что нельзя голосовать, это вы полностью отбираете право народа говорить. И вот этот митинг нам дали на один день. Люди стояли, люди в принципе разошлись, и там видео видно, люди разошлись. Там несколько человек осталось, было такое, там переночевали, люди там молились, там просто люди на площади просто сидели, молились, 250-300 человек, не более. И вот эта провокация, кому она нужна? Там впереди стоят Ахмед, ему 65 лет, ему сейчас на пенсии, уже на пенсии, или вот уже на пенсии. У него здоровья даже нету. Какая власть ему нужна? Муцульков, он своей работой давно занимается, он делает свою работу. Барак Чумурзиев, известный в Санкт-Петербурге юрист, который адвокатской работой занимался. Я лично сам с ним разговаривал. Я говорю, Барак, тебе будет трудно. Он понимал все это. Но это люди, которые имеют, им не надо было куда-то что-то, они грамотные люди. Остальные, вот этот Мальсагов, он второй человек в Красном Кресте.
Люди не просто так с улицы взятые, народ пошел за ними, народ понял, что эти люди говорят правду, истину. Багор Ахмед. Вот это все люди, какие-то у кого-то что-то там начинают вытаскивать, какие-то там кто-то что-то сказал. Слушайте, кто у нас идеален? Кто у нас без ошибок? Сегодня народ выдвинул этих людей. И будьте любезны, уважайте лидеров. Они их зауважали, они всех их прямо взяли, всех пересадили. И сегодня идет дальнейшая провокация. На территории Северной Осетии вот этот пригородный район, о котором Евкуров не разу говорил, что пригородный район нужно очертить границу в пределах сегодняшней состоявшейся вот этой территории. Вот Евкуров, он открыто говорит, он говорит, вот этот пригородный район нужно отдать Северной Осетии. Ингушетия практически с таких перенасыщенностей населения сегодня остается абсолютно сдавленным со всех сторон. Поэтому народ уже в отчаянии, народ уже предельно напряжен. И это может вылиться где угодно и как угодно. Я просто не понимаю Москву. Да, они ставку делают, если я реально смотрю на ситуацию, на то, что осетины христиане. Ну, извините, грузины тоже христиане. Но никогда между ингушами и грузинами не было никаких конфликтов по религиозной тематике. Никогда мы не спорили, что ты христианин, что мы мусульмане. Эта тема даже глупо ее обсуждать. Эту тему поднимают те, которые хотят что-то перевести на национальный вопрос. Им лишь бы вот этот конфликт создать, а потом сказать, вот национальный, то есть религиозный вопрос, тематика. А фанатиков везде можно найти, там одного дурачка можно всегда найти. Поэтому здесь нету никаких религиозных проблем. Даже соседей нету, которые там, они сами говорят, они поклоняются, кто его знает чем, их не проблемы, пусть поклоняются кому угодно. Но у меня нету, у меня друзья среди осетин, знакомые, они говорят, клянусь, мы с удовольствием отдали бы, мы ушли бы. Но нам сверху не дают это, понимаете, их тоже держат. Они заложники вот этой кремлевской вот этой политики. Их держат заложниками вот этих домах, в этих местах. Они даже при желании не могут эти дома отдать, потому что я знаю даже по имену случае. Человек приходит ингуш, к осетину, в свой дом ингуш приходит, говорит, слушай, ну ты знаешь, что это мой дом. Он даже пристройку ты не сделал. Продай мне его. Осетин говорит, я могу тебе его продать. Ну клянусь, я отсюда выйду, говорит, я с этого села, говорит, далеко не уйду. Меня свои же, говорит, потом, говорит, задавят. Понимаете? У них политика такая, тут есть страх, с другой стороны, человеку дают, пожалуйста, живи. Человек же привыкает, когда вот, пожалуйста, дармочо. И вот с другой стороны, вот это иждивенчество тоже их вселилось, небольшое есть такое. Но это люди с Южной Осетии. И вот представьте, Юра, когда в 92 году был этот конфликт, в основном вооруженные формирования, боевики приехали с Южной Осетии. И вот это все беспредел творили боевики Южной Осетии. И они все это ингушское имущество, дома, все, что находилось дома, все это увозили на машинах в Южную Осетию. В основном, я говорю, но не все. Но есть, которые в ингушских домах живут, там часть туда осталась. Беслан, вы знаете, да, события Беслан? Я лично, Юра, был вот в этом Беслане, когда вот эти события произошли буквально через дней 10. Когда эти события были, в этот день я был во Владикавказе. И когда я через 2 недели пошел в Осетинский дом я пришел, в этом доме у него умерла теща, и сестра. Вот я не хочу имя даже называть. Клянусь Аллахом, больше клятвы может быть, чтоб я до утра не дожил, если я вру. Вот этот осетин я ему принес соболезнование. Знаете, что он мне сказал? Он сказал, Магомед, вот это дело хотели организовать наше руководство, и они это сделали. Он сказал, осетинское руководство, наше руководство это хотело сделать, они это и сделали. Сегодня вопрос стоит, почему? Да элементарно. Они хотели уже тогда поднять эту тему и сказать, вот ингуши нам не дают жить,
и потом уже выслать всех, которые уже живут до сих пор, они не все уехали, вернули свои дома. Вот, допустим, ближе к Владикавказу, поселок Карца, там по сегодняшнему день они не выехали оттуда. Почему не выехали? Потому что там есть воинская часть, имя забыла его, он вступился за этот поселок, он видит этот беспредел. И мы лично, я сам туда людей затаскивал, бедных, женщин, детей. И он принял мирных жителей, а потом он отцепил этот поселок и не дал вот этот поселок разворовать, разбомбить, разбить его. И он, я не знаю, скорее всего, пострадал. Его жена даже, в интернете есть, она выступает за этот беспредел, который был. Он, вопреки Москве, это сделал. Москва даже ему не разрешила это делать. Но он видит, что происходит. Он отцепил это село, он не дал вот этих мирных жителей уничтожить. Вот такая ситуация была по 92 году. Сегодня с Чечней, Юра, можно говорить там, спорить, но я не специалист. Вот эти вопросы, ни Кадыров, ни Евкуров, эти люди не должны были на себя брать право решать такие вопросы. Эти вопросы должен был решать народ, старики, люди, которые там проживают, у кого там исконные корни, у кого там реально могилы. Люди, которые там живут с чеченской стороны, с ингушской стороны, собрать сообщество, пусть будет даже месяц, 2, год, 10, пусть это решилось бы буквально без проблем. Надо было найти время, чтобы они сидели вместе, обсуждали, решали. Но они что сделали? Они взяли, подписали и перед фактом народ поставили. Народ просто, ингуши не тот народ, который могут заставить и делать все, что Евкуров говорит. И Евкуров это прекрасно понимает, потому что сегодня Евкуров далеко от народа. Он сидит в кабинете, и он сидит, спит там, где он спит. С народом ничего общего у Евкурова нету. Его есть, которые дружки, и Евкуров, и есть народ. И вот сегодня вот эта ситуация, она накалена. Масса, она в стороне. С Евкуровым нету ничего общего. Даже недавно праздник был, посмотрите, площадь была пустая, не было никого. А сразу на 9 мая заставили выходить детей, студентов, бюрократических всяких там чиновников. И выложили какой-то там строй. Но на самом деле никакого народа там нету. Народ против Евкурова в данный момент. Он не имеет никакого авторитета. У него нету никакого даже морального права сегодня возглавлять. Какая причина толкнула вопрос? Не знаю, Юра, я не могу сказать. Но я могу предположить. В Ингушетии миллиарды разворованные средства. Это все в интернете есть. Заводы, нету этих заводов. Там даже можно перечислять, которые строятся, эти деньги уходили непонятно куда. Деньги на самом деле приходили, уходили, и нету этих заводов. Ни одного нормального производственного процесса нету. Чем он хвалится там, яблоки там построил один за свои личные деньги. Никакого отношения к бюджету не имеет. Бюджетные деньги фактически разворованы. Мечеть, 1,5 миллиарда денег разворовано. Это все ушло. И теперь задается вопрос. Юра, Москва тоже не идиоты сидят. Они тоже просчитывают каждый шаг. Скорее всего, там Зурабов, есть такой у нас лидер, предположил, скорее всего, вот это все, чтобы ему списать, он и пошел на 3-й срок, и вот эта территория, и вот это все, он идет на 3-й срок, чтобы быть абсолютно лояльным Москве. Вот Аушев мог стукнуть об стол, сказать, нет, этого я не позволю. Зязиков нашел себе мужество просто взять, когда вопрос там встал, он просто ушел. Даже на одном митинге, 2 раза на митинг был, Зязиков просто взял и ушел. Этот, вы же видели, сколько, этот даже вопрос не ставит уходить. Вот вам ответ. Я не могу сказать, причина вот этих территорий, но я знаю, что чеченцы и ингуши рано или поздно сядут и этот вопрос решат по-мужски, как полагается по войнавским этикету, войнавскому адату. Спасибо вам огромное, Магомед, за интереснейшую беседу. Итак, друзья, теперь вы знаете истинную причину, подоплеку и корни вот этого вот конфликта в Ингушетии. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи!